Так, уважаемые товарищи, сегодня у нас с вами первое занятие школы молодого коммуниста. Значит, первая тема у нас устав КПРФ. Устав КПРФ. Значит, я должен сказать, что не первый год осваиваем. Ну, каждый год у нас появляются новые молодые коммунисты. И вообще повторение мать учения называется, да? Поэтому устав и программу партии – это два основных наших документа партии. Их надо изучать каждый год практически, ну, причем не только молодым коммунистам, ну, в принципе, и всем коммунистам было бы не против, как говорится, через какое-то время вспоминать основные уставные требования и основные программные документы, основные программные цели и задачи нашей партии. Ну, предварительно я должен вначале еще сказать, значит, выразить глубокое соболезнование. Вы знаете, произошел теракт в Москве, вот, и погибло очень много людей. Поэтому, конечно, вот сейчас мы подготовим обращение от Якутского регионального отделения, вот, как и многие другие коммунистические организации других регионов, они уже выступили с обращениями. Потому что это вот, ну, это продолжение действительно вот специальной военной операции, вот, войны, которую мы ведем с бандеровщиной, с неофашизмом на Украине. И вот, как говорится, война принимает все более зловещие формы. Так, ну мы возвращаемся к нашей теме. Итак, сегодня мы рассмотрим, что такое устав, когда он появился, значит, для чего нужны устав и программа партии. И далее рассмотрим первый раздел устава. Первый раздел устава, он называется «Основные цели, задачи и принципы деятельности КПРФ, права и обязанности партии в целом». Вот. Ну, в следующий раз уже перейдем к теме непосредственно о членстве в партии и о других, и по другим вопросам. Вообще, наша партия, вы знаете, КПРФ, она является наследницей коммунистических партий, социал-демократической еще партии, потом коммунистических партий, которые создавались еще Владимиром Ильичем Лениным. Ну, вообще-то наша партия, Рабочая партия России, возникла в 1898 году на первом съезде партии в Минске. Но, к сожалению, вот первый съезд, который состоялся в этом году, он не создал, организационно не создал партию. На этом съезде удалось только принять манифест, то есть объявление о том, что вот создается такая Российская социал-демократическая рабочая партия, и был избран Центральный комитет из 9 человек. Ну, к сожалению, Ленин в это время находился в Шушинском, в ссылке. К сожалению, да, он признал себя, как и многие другие, они признали себя членами вот, вновь созданной Российской социал-демократической рабочей партии. Но, к сожалению, эта партия, значит, вот этот съезд он не смог создать, потому что ЦК вскоре был арестован, и Владимир Ильич Ленин, ну, узнав об этом, значит, он будет в ссылке уже готовить проведение второго съезда и организационное создание партии. То есть партии с полноценным уставом, программой и с полноценными центральными органами власти, органами руководства. И такой съезд состоялся в 1903 году, вы знаете, благодаря газете «Искра». Ленин вот с помощью этой газеты, которая издавалась за рубежом, он сумел объединить многочисленные марксистские кружки России. И вот на втором съезде партии в 1903 году, значит, партия была создана. Ну, сначала она заседала в Брюсселе, затем вынуждена была переехать в Лондон. На этом съезде действительно партия состоялась как организация, политическая организация всего рабочего класса России. Но, к сожалению, сразу же на этом съезде произошло разделение партии на две части. Ну, не по вине Ленина и его сторонников, твердых искровцев, а по вине вот, мягких искровцев, сторонников Мартова. Значит, произошел раскол, кстати, как раз по вопросу об первом пункте устава партии. Ну,
может быть, и другие были разногласия, но вот этот пункт, он действительно таким коренным являлся. Кто может быть членом партии? Ну вот мы, правда, об этом в следующей лекции будем говорить, да? Но уже сейчас могу сказать, что у Ленина была очень четкая организация в том плане, что членом партии может быть, ну, как говорится, молодой человек с 18 лет, любой гражданин Российской Федерации, который признает, значит, цели и задачи партии, ее идеалы, который уплачивает партийные взносы, ну, они до сих пор значит, в сумме 1% от дохода, и который, у Ленина было твердо сказано, который принимает конкретное практическое участие в работе одной из первичных партийных организаций. А у Марта вот было размыто. У него, в принципе, первые два пункта, скорее всего, такие же были, да, что вот вступающий в партию должен признавать, да, цели и задачи, идеалы партии, ну, уплачивать по взносы. Но далее у него шла формулировка, что человек просто должен, как было сказано у Мартова, по-моему, по возможности содействовать работе партии. Ну, в общем, такая размытая очень формулировка, вот, по которой, может быть, сейчас действительно действует та же Идейная Россия, может, ЛДПР, ну и другие партии. У них такой четкой железной дисциплины нет, вот, я думаю. А вот в КПРФ с самого начала Владимир Ильич Ленин сказал, что человек должен работать. Если он не работает в первичке, то это уже, как говорится, не член партии. Так, ну и затем, вот, начиная с этого устава, и затем уставы, конечно, видоизменялись, партия имела разные наименования, дошла до наименования КПСС от РСДРП-Б, да. Затем, вы знаете, произошло, вот, к сожалению, тоже трагическое событие, когда наше государство распалось, ну, в результате, мы считаем, измены верхов нашего партийного руководства в лице Горбачева, Яковлева, Ельцина и других, так, и КПРФ, вернее, КПСС было запрещено указом Ельцина, помните, деятельность КПСС вообще была запрещена. Так? Возникла партия, политическая партия, коммунистическая партия Российской Федерации, РСФСР. Она, по-моему, даже возникла еще наряду с КПСС. Так, вот сейчас точно не скажу. В следующий раз мы об этом я уточню, значит, так. И КПРФ является преемницей вот как раз КПСС и Компартии РСФСР. Компартия РСФСР возникла, но устав они, по-моему, взяли просто от КПСС, там они его особо не меняли. А вот на втором, вот считается, что первый съезд это создание Компартии Российской Федерации, а второй съезд уже назывался второй чрезвычайный съезд, то есть он как бы немножко раньше времени, в 93-м году, потому что там уже сроки между съездами 4 года, как правило, да. В 93-м году состоялся второй чрезвычайный съезд партии, который принял устав. Вот первый устав, ну и КПРФ себя, значит, объявляет преемницей Компартии Российской Федерации и РСФСР и преемницей КПСС. И был принят устав 93-го года. Ну вот с 93-го года, значит, до 2017 года, до 17-го съезда КПРФ, то был второй съезд, а это 17-й, тоже происходили периодические изменения в уставе. Вот последняя редакция устава, она, значит, трактуется 17-м съездом КПРФ от 27 мая 2017 года. Вот в руках у меня как раз этот устав, вот 17 года он, да? То есть вносятся какие-то определенные коррективы, жизнь вносит, вот, борьба вносит, так? Ну, теперь переходя, значит, непосредственно к вопросу, ну, устав, что такое устав? Устав, значит, сейчас, минуточку, вот. Ну, есть разные трактовки, да, в принципе, устав от слова уставление, ставить, да, это свод, как правило, каких-то правил, свод каких-то норм, которые та или иная общественная организация имеет вот в своем уставе. Ну, вообще-то, я как историк могу сказать, что уставы, скорее всего, появились сначала у церкви. Вообще и даже «Русская правда» в определенной мере отталкивалась потом от церковного законодательства, там у них какое-то было.
В общем, уставы сначала появились, может быть, в церкви, потом они перешли на другие организации. А устав, значит, вот в частности для нас, это основной документ, излагающий организационные принципы строительства КПРФ, разработанный еще Владимиром Ильичем Лениным. Устав определяет порядок приема в ряды КПРФ, права и обязанности коммунистов, структуру партийных организаций, порядок формирования руководящих партийных органов, их функции и задачи. Вот это основное содержание устава. Вот устав, который, значит, я вам показал, он включает в себя 13 разделов. 13 разделов. Вот сегодня мы рассмотрим первый раздел, я о нем сказал, основные цели, задачи и принципы деятельности КПРФ, права и обязанности партии. Затем второй раздел называется «Членство в партии. Права и обязанности членов КПРФ». Третий раздел «Структура, руководящие и контрольные органы КПРФ». Четвертый раздел «Первичные отделения КПРФ». Пятый раздел «Местные отделения КПРФ». Шестой раздел «Региональные отделения КПРФ». Седьмой раздел «Съезд КПРФ». Восьмой раздел «Центральные органы КПРФ». Девятый раздел «Взаимоотношения КПРФ с органами государственной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями и общественными объединениями». Десятый раздел «Денежные средства и иное имущество КПРФ». 11 раздел «Порядок внесения изменений и дополнений в программу и устав КПРФ». 12 раздел «Порядок реорганизации и ликвидации КПРФ». И, наконец, 13 раздел «Символика КПРФ». Вот 13 разделов, мы по ним пройдемся. Ну, сегодня просто как вводная лекция, поэтому мы только первый раздел затронем. Итак, значит, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, так, это, значит, создана была на добровольных началах гражданами Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов для реализации ее программных и уставных целей. Образованная по инициативе коммунистов, первичных организаций Коммунистической партии РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации, как я отметил, да, продолжает дело КПСС и Коммунистическая партия РСФСР, являясь их идейным преемником. Ну, дальше вот речь идет тут о изменениях устава. Дальше, значит, коммунистическая КПРФ основывается на творческом развитии марксизма-ленинизма, как основной идеологической нашей базе, это учение Маркса, Энгельса, Ленина, имеет своей главной целью построение социализма, это общество социальной справедливости на принципах коллективизма, свободы, равенства, выступает за подлинное народовластие в форме советов и укрепление федеративного многонационального государства. Ну, наша партия является партией патриотов, интернационалистов, партия дружбы народов. КПРФ отстаивая свои идеалы, защищает интересы широких народных масс, ну, прежде всего, рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда. Значит, КПРФ строит свою работу на основе программы и устава и действует в рамках Конституции Российской Федерации, Федерального закона о политических партиях и других законов Российской Федерации. Ну, мы легальная партия, поэтому мы вынуждены или должны придерживаться, значит, законов, существующих на сегодняшний день. В то же время наша партия является частью мирового коммунистического движения, сотрудничает и развивает связи с зарубежными коммунистическими рабочими партиями, прогрессивными организациями и движениями. Коммунистическая партия Российской Федерации является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, ну и, соответственно, осуществляет свою деятельность в соответствии с программными и уставными целями на всей территории нашей страны. Так, ну, полное название партии, вы знаете, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. КПРФ самостоятельно осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность, исходя вот из устава, да. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа партии Центрального комитета является город Москва. А официальным органом, печатным органом нашей партии является газета «Правда». Вот теперь коротко по первому разделу.
основные цели, задачи и принципы деятельности КПРФ, права и обязанности партии. Ну, основными целями и задачами КПРФ являются, ну, прежде всего, реализация положений программы КПРФ. Далее, значит, целями нашими является, ну, и задачами является участие в политической и государственной жизни страны с тем, чтобы воздействуя на политическую волю граждан, добиваться завоевания власти и обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации. То есть мы участвуем в политической борьбе государственной жизни. Третий момент уже. Формирование общественного мнения. Ну, знаете, что общественное мнение играет большую роль в современности. Поэтому надо разъяснять населению положение нашей программы и других документов, а также позиции нашей партии по различным вопросам. Что мы и делаем. Далее. Укрепление позиций партии в общественных объединениях, в том числе в рабочем и крестьянском движении, профсоюзах, молодежных, женских, ветеранских, творческих, патриотических и иных организациях. То есть мы должны охватывать как можно шире вот всякие организации. Ну, далее одна из задач нашей партии является политическое образование и воспитание граждан. Ну, еще Ленин в свое время говорил, что значит, рабочий класс должен... Партия вносит марксистскую идеологию в рабочий класс, иначе рабочий класс, он бастует вслепую, он не понимает, за что он должен бороться, куда он должен идти и так далее. Вот мы должны политически образовывать и воспитывать граждан, чтобы они знали, за что борются и так далее. Не только экономические вопросы поднимали, чтобы, вот как на Западе сейчас, да, в Западной Европе, в Америке, там в основном борются за экономические права трудящиеся. А надо поднимать и политические вопросы, то есть борьбу за достижение власти. Далее, КПРФ у нас имеет своей целью выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Ну, это делается прежде всего через депутатов, но не только. Да? Далее. Значит, одной из целей тоже является укрепление своего влияния в обществе за счет действия каждого члена КПРФ, каждого первичного, местного и регионального отделения партии. Вот вы знаете, там, где у нас у власти стоят наши руководители, Клычков, Коновалов, партия получает авторитет. Там за нее должны лучше голосовать, больше ее поддерживать и так далее. Вот. Значит, партия своей задачей ставит выдвижение кандидатов на все выборы, начиная с президента Российской Федерации, депутатов Госдумы и далее до региональных выборов и местных выборов, местное самоуправление. Участвуем как в выборах значит, высших должностных лиц, так и в выборах законодательных органов, ну или представительных органов на муниципальном уровне. Далее мы должны, ну одна из целей тоже, вернее задач партии стоит координация действий фракций, депутатских групп и депутатов. Ну у нас вот, как правило, смотрите, есть депутаты КПРФ в Госдуме, есть депутаты у нас на региональном уровне, вот в Велтумен, скажем, и есть депутаты у нас на местном уровне. Вот тот же, скажем, Харлампьев является депутатом Анабарского райсовета. Вот вся эта цепочка, значит, Харитонов, Губарев, Харлампьев должна работать. Так? И тогда у нас будут какие-то совместные успехи. Ну и, наконец, еще две задачи. Это создание своих первичных местных и региональных отделений, чем занимается партия, да? И одной из задач является развитие собственной материально-технической и финансовой базы. Ну, как знаете, что наша партия не богатая, и вот для того, чтобы увеличить свой капитал, ну, свое, как говорится, финансовое положение, да, вот, партия, да, занимается и предпринимательской деятельностью, ну, об этом чуть ниже там скажем. Так, следующий пункт. Значит, на каких принципах действует партия, основывается работу свою, на каких принципах? На принципах, ну, общие принципы. Принцип добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. Да? КПРФ
свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений, установленных федеральным законодательством. Вот. КПРФ действует на основе принципа демократического централизма. Ну, это вот основной принцип построения партии. Значит, на основе принципа демократического централизма, идейной общности и партийного товарищества. Что означает? Значит, во-первых, выборность всех органов снизу доверху. У нас все избираются, все органы, все руководящие посты. Второе. Периодическая отчетность выборных органов и работающих в них членов КПРФ в порядке, предусмотренном уставом. Так, далее, значит, этот принцип подразумевает коллегиальность и гласность в работе всех структурных подразделений выборных органов партии. У нас коллегиальность и гласность должна быть. Наконец, личную ответственность подразумевает личную ответственность каждого коммуниста за выполнение своих обязанностей и партийных поручений. Ну, обязанности несут партийные органы, а партийные поручения коммунисты. Коммунисты получают какие-то задания, и они должны их исполнять. Несут личную ответственность. Значит, принцип демократического централизма подразумевает свободу критики. В принципе, у нас любой коммунист может критиковать любого коммуниста, вплоть до Зюганова и так далее. Но, конечно, в пределах правил, в пределах, как говорится, культурных правил, этикета и так далее. Без оскорблений, без нападок излишних и так далее. Да? Без критика возможно. Далее. Этот принцип подразумевает самостоятельность структурных подразделений в решении вопросов своей внутренней жизни и деятельности, за исключением случаев, предусмотренных уставом партии. Ну, имеется в виду, первичное отделение имеет, в общем-то, свою какую-то некую самостоятельность, да? Вот, ну, она должна, конечно, придерживаться тех постановлений, которые принимают вышестоящие органы. То же самое местное отделение, вот наше городское, допустим, и региональное. Ну, все мы должны, во-первых, подчиняться уставу, уставным требованиям. Во-вторых, вот сейчас тут дальше будет сказано, да, обязательность выполнения решений вышестоящих органов для нижестоящих. Ну, это и в армии так, и, как говорится, ну и у нас то же самое, да. Это такая вертикаль должна быть, потому что без дисциплины партийной ничего не получится. Далее. Значит, у нас гарантированное право меньшинства, вот, допустим, мы спорим где-то, да, там, на дне секретаря, еще где-нибудь. Меньшинство имеет какую-то точку зрения, свои взгляды. Вот их взгляды, их, по идее, партийные органы должны учитывать все равно. Даже если они не победили там при голосовании, да, вот. При решении, выработке решений, их взгляды могут быть, не всегда, конечно, но могут быть учтены. И в то же время безусловное подчинение меньшинства большинству после принятия решения. Если большинство приняло решение, это окончательное решение. Меньшинство должно подчиниться. Так, теперь какие права имеет партия в порядке, установленном законодательством нашей страны? Да? Во-первых, свободно распространять свою информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи. Ну, мы легальная партия, нам никто это не запрещает. Да? Хотя власти всегда пытаются ограничивать. Дальше. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, установленном федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. То есть мы, ну, депутаты прежде всего, конечно, участвуют в выработке решений на региональном уровне, на местном уровне, на, значит, действительно местном уровне и так далее. Теперь, участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ну, референдум, вы знаете, власть как-то не проводит особо, а вот в выборах мы участвуем, имеем право. Создавать региональные местные отделения, в том числе с правом юридического лица, и закреплять за указанными отделениями имущество для реализации программных и уставных целей и задач партии, а также принимать решения об их реорганизации и ликвидации. Партия имеет право создавать первичные отделения и также принимать решения об их ликвидации. Организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия. Имеет право учреждать свои издательства, ну мы, конечно, пока
не настолько сильны, да, вот имею в виду на региональном уровне. Информационные агентства, полиграфические предприятия. Но на уровне Центрального комитета такие моменты у нас есть. Свои средства массовой информации даже можем учреждать. И даже образовательные учреждения дополнительного образования взрослых. Ну, это вот, допустим, у нас действует сейчас, ну, типа высшей школы КПСС, да, высшей партийной школы. Ну, она по-другому немножко называется, но на этом уровне. Дальше. Пользоваться на равных с другими политическими партиями условиями на равных условиях с другими партиями государственными и муниципальными средствами массовой информации. Ну, особенно в период выборов мы этим только пользуемся. Но иногда участвуем, да, вот скажем, в каких-то газетах можем публиковаться и так далее, если получается. Приобретать, получать в пользование или арендовать здания, сооружения, транспорт и другое движимое и недвижимое имущество. Ну, мы как юридическое лицо вот, имеем вот эти вот все права, да. Дальше вот идет то же самое, на этом же праве основано. Совершать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделки с физическими и юридическими лицами, направленные на реализацию программных и уставных целей и задач КПРФ. То есть мы действуем как самостоятельная такая хозяйствующая организация. Не только политическая, но и как хозяйствующая. Осуществлять благотворительную деятельность. Ну, иногда мы это делаем, хотя у нас, вы знаете, да, партия не очень богатая. Создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и иными общественными объединениями без образования юридического лица. Ну вот мы на выборах раньше, ну и сейчас, в общем-то, пытаемся создать левые объединения, левые так, ну раньше он назывался там, допустим, НПСР, да, Национально-патриотический союз России, в который входили КПРФ, ну и другие левые силы какие-то. Но это без юридического лица. Дальше. Защищать права и представлять законные интересы своих членов. Ну, часто приходится в судах, особенно ЦК выступая. Ну, иногда мы здесь тоже. Вот, и представляем интересы или защищаем права. Устанавливать и поддерживать международные связи с политическими партиями и иными общественными объединениями иностранных государств, вступать в международные союзы и ассоциации. Ну, это вот, в принципе, все делается на общественных началах. Это не на государственном уровне. Мы не государственная партия, но на общественных началах мы можем вот все эти моменты делать. Далее. Осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Ну, есть, я знаю, у партии есть отдельные предприниматели даже наши, да, вот, которые могут ну и сама партия может создать. Вот. Дальше. И осуществлять свою иную деятельность, установленную законодательством Российской Федерации. То есть вот права у партии, они, значит, у нас связаны с законодательством Российской Федерации. Вот что не запрещено, как говорится, законом, то мы имеем право делать. Ну и, конечно, мы еще отталкиваемся от своей программы и устава. Так, 1.4. Да? Ну, КПРФ, действуя на основании собственной программы и устава, обязана соблюдать, ну вот это вот тоже очень важный момент как раз, обязана соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральный закон о политических партиях, другие федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Ну, как легальная партия мы это вынуждены делать. И должны, да. Ну и последний пункт, вот в этом первом разделе гласит: действие КПРФ и ее региональных, местных и первичных отделений определяется решением руководящих органов КПРФ или ее структурных подразделений, принимаемыми в порядке, предусмотренными настоящим уставом. И вот в этом пункте, вы смотрите, интересный момент, последний, да, сказано так: действия отдельных членов КПРФ, равно как и действия иных лиц, принимающих участие в мероприятиях, организованных КПРФ или ее структурными подразделениями, противоречащие программе КПРФ или настоящему уставу, или действующему законодательству, не могут расцениваться как действия КПРФ или ее структурных подразделений. Ну, провокаторы всякие есть, или у нас леваки, да? Вот они иногда идут на нарушения, но мы не должны за них отвечать. Вот, допустим, городская партийная организация или там региональная, ну, мало ли,
какие у нас люди приходят на наши митинги. Вот такие вот основные моменты. На этом я пока остановлюсь. Благодарю всех за внимание. Продолжим в следующий раз.